Ирина Пивоварова. День рождения. Вчера у меня был день рождения. Первой пришла Люська. Она подарила книжку «Алитет уходит в горы». На книжке она написала: «Милые подруги Люси Синицыной от подруге Люси Косицыной». До сих пор не научилась грамотно писать. Я сразу же поправила ошибку красным карандашом. Потом пришли братья Кармановы. Они долго вытаскивали подарок из сумки. Он был обернут в бумагу. Я подумала, это шоколад. Но это снова оказалась книжка. Она называлась «Палуба пахнет лесом». Пока братья Кармановы усаживались за стол, пришла Лена. Она держала руки за спиной и сразу закричала: «Угадай, что я тебе принесла!» У меня сердце так и прыгнуло. Неужели новые коньки? Но я сдержалась и говорю: «Наверное, книжку?» «Молодец, угадала», — похвалила Лена. Третья книжка называлась «Как вышивать гладью». «С чего ты взяла, что я хочу вышивать гладью?» — спросила я у Лены. Но мама так на меня посмотрела, что я сразу же ответила: «Спасибо, Лена, очень хорошая книжка». Мы уселись за стол, настроение у меня было неважное. Вдруг в дверь снова зазвонили. Я бросилась открывать. На пороге стояло все наше звено: и Сима, и Юрка, и Валька, и даже Коля. Толкаясь и смеясь, они вошли в прихожую. Последним вышел Юрка. Он тащил что-то очень большое и очень тяжелое, все перевязанное веревками, обмотанное в бумагу. Я даже испугалась. Неужели столько книг? Да тут целая библиотека! Коля махнул рукой, и все они сразу закричали: «Поздравляем тебя с днем рождения!» Они бросились развязывать веревки и снимать бумагу. Это оказался стул. «Вот тебе стул», — сказал Коля. «Сиди на нем на здоровье, ведь он от всего нашего третьего звена». «Большое спасибо», — сказала я. «Очень хорошенький стульчик». Тут в прихожую вошли мои родители. «Зачем вы притащили эту махину?» – удивилась мама. «Ведь у нас есть на чем сидеть». «Это подарок!» – стали наперебой объяснять все. «Это мы дарим Люсе на день рождения». «Какой миленький стульчик!» – воскликнула мама. «Как это трогательно! У нас как раз не хватало одного стула». «Ну что же вы стоите?» – сказал папа. «А ну давайте с вашим стулом к нашему столу». И мы все потащили стул в гостиную. Мы поставили стул посередине комнаты, и все по очереди на нем посидели. Он был такой мягкий и удобный. «Понимаешь, сначала мы решили тебе купить коньки с ботинками», — объяснял Коля. «И пошли в магазин спорттовара. А по пути нам встретился магазин мебель, а на витрине там этот стул стоит. Нам он всем сразу очень понравился. И мы подумали, не будешь же ты до 100 лет на коньках кататься, а на стуле можешь хоть всю жизнь сидеть. Вот представь, будет тебе 100 лет, а ты сидишь на этом стуле и вспоминаешь все наше третье звено». «А если я только до 90 лет доживу?» – спросила я. Но тут мама внесла горячие пирожки и велела нам садиться за стол. Я сидела на своем стуле и потихоньку гладила его. Он такой коричневый, гладенький. Он на витрине стоял, значит, он из всех стульев самый лучший. А потом день рождения кончился. Я стала укладываться спать. Я поставила стул около кровати и разложила в нем все свои вещи. Как все-таки хорошо иметь свой собственный стул. А потом я заснула. Мне снилось, как будто я уже бабушка. И мне 100 лет. А я сижу на этом стуле и вспоминаю все наше третье звено. Специально для конкурса «Живая классика» Нестерова Марина, школа номер 18, город Сыктывкар, 7 К класс. Спасибо за внимание.